Всем привет! Вот еду к нашему известному блогеру Андрею Тоскину. Там, в общем, поступил новый препарат, Next называется. Это, по идее, компонент, который восстанавливает стенки двигателя. То есть наращивает стенки двигателя. Ну и, в принципе, у меня движок уже все, ему кирдык, он уже, по сути, зеркало. И чтобы появилось еще более-менее побольше компрессии, сейчас хотим попробовать обработать этим аппаратом, испытать его, ну и посмотрим, что будет с этого. Я думаю, выйдет, наверное, видео, и мы посмотрим, как это работает. Наблюдаем. Сам по себе препарат новый, он сейчас только вот расходится, получается, по автосервисам. Все будут его испытывать, ну, посмотрим. В принципе, этот, как-то он реметагент, или как он называется, в общем, он был в свое время, в 2000-х годах еще я использовал в Жигули своем, то есть у меня был ВАЗ-2101, и там мы использовали препарат ремет. Этот Next, он по сути что-то типа этого ремета, я так думаю. Может быть, что-то более новая формула какая-то. Ну, машинки были некоторые уже обработаны. В принципе, аппарат работает, этот препаратик работает. Ну, вот сейчас посмотрим. Хочу убедиться на собственной машине, как это работает, как это, может быть, буду применять своим клиентам тоже в автосервисе, почему нет. Потому что приусы приезжают и гибридные автомобили с большими пробегами тоже. Взяли мы сейчас конкретно эндоскоп, будем проводить эндоскопию, кому-то будем делать раскольцовку, ну и кому-то можно будет ради профилактики такой препарат как Next, в принципе, тоже использовать, почему нет. Прикольная тема. Движки очень дорогие стали, даже один НЗ уже стоит под сотку, считают, 100-120, если в хорошем состоянии. Что говорить уже о каком-нибудь УЗете там и остальных движках. Поэтому я думаю, препарат все равно как бы имеет место быть. Хотя бы продлить какое-то время работу продлить двигатель. Это как бы не так, думаю, будет дорого стоить. Ну и как вообще как бы доработать техники свое время какое-то, я думаю, это вообще само то. Вот он, наш колхозный гараж, вот этот, который якутский, с Андреем Тоскиным. В принципе, здесь пилятся ролики крутые. Здесь, в общем-то, автохимия вся испытывается в наших якутских условиях. Но это очень круто, на самом деле, что есть такие люди. Это круто. Вот он, комплекс, нано-комплекс для восстановления компрессии ДВС Next Universal. Он и для дизелей, да? Да, и для дизелей, и для этих. Ну, разные, правда. Угу. Вот сейчас будем пробовать его. Все, тут состав комплекса описан, гарантии какие-то есть. Активатор. Он с 3, да, получается, состоит? Ага. 3 банки. Прикольно. Ну вот, приехал, сейчас будем испытывать Next. Движочек помыл, чтобы все было чики-пики. Масло свежее. Раскоксовку я сделал ему где-то примерно недели 3 назад. Он раскоксовался у меня. Сейчас посмотрим эндоскопом. Тут вот еще один испытуемый. Это у нас Хайс Миллионник. Тоже будет испытывать его. Что, сейчас будем эндоскопию делать? Ну, мы сейчас начнем, да, с эндоскопии. Угу. Ты пока можешь свой двигатель немножко поразбирать. Да, давайте, Вот разберу. Свечник. Так, все это у Стаса есть. Так. Вот. Выкрутил свечки. Вытащил катушки. Все подготовлено для эндоскопии. Сейчас будем проверять все эндоскопом, смотреть наши горшки, так сказать. В принципе, я его раскоксовывал где-то 3 недели назад раскоксовывал. Вот эти вот 2 цилиндра хорошо почистились, вот эти 2 не очень. Ну, потому что там валеры уже мало было в баллоне, как бы.
пшикнул. Здесь, по-моему, по 4 раза, здесь всего было по 2 или по 3. Ну, где-то так вот. Ну, в принципе, нормально. Двигатель. Угу. Вот он, эндоскоп. Сейчас будем заходить, смотреть. Пошел. Сейчас Стас подойдет, и Мгм. мы... Стас там уже почти эти выкрутил. Он закрыл, сейчас собирается. Ага. Эндоскоп я себе тоже купил. Вот этот он потоньше у него. Это 6, по-моему, миллиметров. У меня 8-миллиметровый. Ну, в принципе, тоже нормально. Зато там 2 камеры. 2 камеры тоже удобно. Запустил туда. И сразу видно все, что он, какие горшки сбоку, как они выглядят, как они спереди выглядят. Вообще тема. Так что вот этот эндоскоп крутой, водолюки. Сколько? 270 с чем-то тысяч там, 200, сейчас точнее скажу. 272 537. 272 537. 272. Да. Начинаем эндоскопию, включаем запись, работу перед обработкой места. Итак, все как мы любим делать, Павел. Первый цилиндр. Первый цилиндр сухой, Ага. канинговка есть. Вот здесь местами пятнышки, лысые, залысины. С другой стороны, ну, в общем и целом хон есть, канинговка есть, но, конечно, уже не состояние нового автомобиля. Видно, что двигатель хорошо похожен. Вот, цилиндр работает. Вот. Текут колпачки маслосъемные, надо менять. Вот, кольцо Сатурна, в общем-то, тоже присутствует. Вот, но по сравнению с предыдущим автомобилем это просто небо и земля. Четвертый цилиндр смотрим. Так, нагар есть. О, четвертый гораздо хуже. Здесь почти нету ханинговки. Угу. Вот чуть-чуть какие-то вот остатки. Вот остаток. Остаток есть. Зора побывал. Да. Да. Вот. Но тем не менее цилиндр работает, колпачки текут, маслосъемные. Вот. Здесь прям вот, ну, видно, Вертикальный хон. вертикальный хон, как говорит Николай Гаврилович. Ну и вот здесь вот видно прям аж хорошая такая выработка есть. Дальше. Цилиндр номер 2. Сейчас я эндоскоп чуть-чуть цилиндр. Не, Стас. Я сам буду управлять. Пожалуйста, Стас, ты просто снимай. Я буду управлять этим всем. Мало ли, сколько было случаев. Нет, просто надо, чтобы один это делал. Вот. Так, здесь второй цилиндр. С хоном тоже все плохо. Да. С ханинговкой плохо. Там тоже примерно так было, да? Там похуже еще в четвертом было. Но здесь хоть чуть-чуть что-то есть. Все А в других там задирчиках. как было? А раскоксовался как, что скажете? Более-менее? Ну, более-менее, но ты причину не убрал. У тебя текут маслосъемные колпачки. Да. Здесь как бы Надо это- сделать это дело. Вот. Но, честно говоря, я бы за этот мотор уже не боролся, потому что, ну, тут большой износ. Я бы его поменял. Контракт, да, лучше но, поставить. конечно, как подопытный кролик, нам он подходит очень сейчас. Мгм. Вот. Мы просто хотим понять, работает ли Next, на каких моторах он работает. Вот здесь тоже практически хона нету. Вот, чуть-чуть что-то остаточное здесь присутствует. Самый хороший цилиндр у тебя первый. Да, я видел, ага, нормально. Еще Вот, более-менее что-то остальное, есть. остальное уже очень сильно изношено. Вот, текут маслосъемные колпачки и так далее и тому подобное. Мгм. Вот, ну что, в общем-то понятно состояние движка. Сейчас мы заменим компрессию и крышки на этих. Все, Женька, собирай. Все, собираем. Если как
раз. Я замеряю, ты крутишь. Давай, поехали. Мгм. Итак, парни, следующий двигатель 1NZ, температура 75 градусов. Вот. Приступаем к замеру компрессии. Первый цилиндр, в нем как раз таки есть фон. Держи. 7 раз, поехали. 16. Еще раз. 16 первый, да? Отлично. Следующий. Готов? Поехали. Брось. 14,5. 14,5. 14,5. Второй Ну, 14,5. Этот мотор изначально он уже работать ровно не будет никогда, потому что даже разбег в 1 бар по компрессии уже чувствуется, Угу. а 2 это уже приличная тряска. Держи. Давай, поехали. 14,5. Давай дальше. 14,5. 14? Нет, 14 пишу. Ну тяга у него есть. Более-менее он тянет. Нет, вот на 14 я же не говорю, что он не тянет, но Мгм. его подтряхивать должно. Маленько есть у него, да. Ну, если у тебя одна нога лучше другой ходить будет, конечно, ты хроман. Ну, Ну, поехали. 5, 6, 7. 14,5. Еще. 14,5. четвертый 14,5. Все, сейчас будем смотреть утечки. Включили пневмотестер. Такой вот. Сейчас будем смотреть утечки. Утечка проверяется, получается, закрывается все, да? Вот Да. когда ты вот именно в МТ, да. МТ. Но клапана и смотришь на пропуски. Сифонит он или нет. Если утечка большая, тогда что получается? Клапана пропускает. Ну, там нужно определить, что у тебя, через кольца или через клапана. А как это можно понять? Ну, на слух хотя бы. А, Все, МТ. Так. Поехали. Давай. Первый цилиндр, проверка утечки на пробоксе. Стас, оперативнее старайся сделать, потому что мне держать это Так, тяжело. 3%. Все. 3%, отлично. давай, Стас, если что. Сейчас прогреваю автомобиль. Еду немножечко до заправки. Туймадовской. И назад. То есть мы сейчас посмотрим. Двигатель у нас прогреется. И будем после этой процедуры заливать уже конкретно наш состав Nexta. То есть там идет вот сейчас вот, получается 2 баночки. Одну баночку они сейчас перемешивают первую со второй. Там в первой идет какое-то масло, во второй идет, ну, типа металлический осадок какой-то с какой-то жидкостью. Ну и в принципе они потом эти два состава смешиваются. Опять их болтаешь в одной банке уже. И заливается все это в движок, в масло. Вот. И также есть третья баночка, которая заливается, активатор называется. Она заливается уже в бензобак. То есть бензин будет попадать в двигатель, активировать вот эту смесь. И идет восстановление стенок двигателя. Вот так этот состав работает. В принципе,
очень помогает он, получается, именно движкам, но которые не совсем дохлые. То есть сейчас вот все промерили, компрессию, посмотрели эндоскопом ханинговку. Ханинговка в некоторых цилиндрах есть у меня, в некоторых ее нету. Ну, то есть в первом цилиндре еще более-менее что-то есть, во втором, третьем, четвертом вообще ничего нету практически. Поэтому движок убитый. Вердикт ему, по сути, замена на контрактный. Ну, тем не менее, мы попробуем сделать такой эксперимент. И, в принципе, как бы посмотрим, что с этого получится. Что может этот Next. Может быть, он вообще как бы поможет чем-то. Ну, так, чисто. Почему нет? Чисто такая забава, поприкалываться. Можно так сказать. Заэкспериментировать этот, так сказать, ну, заэкспериментировать этот препарат. Вот. А так, автохимия штука прикольная вообще. То есть есть разная химия. Есть химия, которая чистит форсунки прямо на ходу. Залил на 60 литров бензина SL-ки, допустим, и ездишь, бак этот откатываешь. По приходу у тебя просто чистые клапана. Вот сейчас вот я к себе заливал, клапана реально чистятся. Раскоксовка. Раскоксоил Валера работает, в принципе, изумительно. Но единственное у него, что надо чистить от краски поддон нижний, иначе он ее поднимает просто. Ну и в принципе все работает. Валера раскоксовка пенная тоже работает. Сейчас попробую купить Аксиом. Раскоксовка тоже вот она работает. Лучше, говорят, даже чем Валера. Поэтому будем пробовать всю эту химию. И как-нибудь взять бы мне на эксперимент какой-нибудь гибридик. Сильно угаженный движок с пробегом под 300. Ну, где-то так вот. Или там, допустим, запущенный движок, который никогда не чистился EGR. И просто это вся шлам этот, он там просто накопился. А так, по большому счету, двигатель хороший, чтобы был. Ну, по металлу, по всему, чтобы у него был ресурс еще. Вот такой движок можно, в принципе, восстановить. Такой двигатель сразу начнет меньше экономить. Ну, то есть больше экономить бензина и все такое. Ну и положительно он, конечно, повлияет на работоспособность гибридной установки. В гибриде самая главная гибридная установка, которая работает как генератор, вырабатывает ток. Вот. И в принципе заряжает нашу батареечку равномерно, так сказать. А если двигатель плохо работает, ну и он неравномерно заряжает батарейку, из-за этого он ее убивает, по сути. Элементы деградируют. Вот. Все это работает так, все к одному. То есть в машине нету такого, чтобы что-то работало отдельно. Все работает одно к одному. Взаимосвязано, так сказать. Ну, в принципе, сейчас я подъезжаю уже к нашему объекту, к колхозному гаражу, и будем мы заливать наш препаратик. Заливаем в бак и в двигатель. Так, второй автомобиль. Вот тут бак такой у меня. Ага. О, тут бы вороночку, а? Тут вороночка не помешает. Так, ладно, пока он идет за воронку, давай. Так. Держать. Угу. Время зафиксируешь? Время еще 10:18. Погоди, давай снимем, как Стас заливает в бак. Давай. Заливаем активатор сначала в бак. Угу. Перемешивали. Пошло в бак. Главное не перепутать баночки. Да, а то сколько было случаев? Да? Были случаи у людей, не у нас. Не из нашего района. Держи. Снимай. Поехали. Ну давай лекарство, работай. Чудо лекарство. Так. Заливаем.
белые. Вот. Ну, сразу главное, чтобы основное условие, двигатель хорошо прогрет, и сразу заводим. Сразу заводим. Все, процесс пошел, ждем час. 10:18. Значит, 11:18 мы его глушим. А может его закрыть? Да, Все, пусть работает. Ну что, суксидик, посмотрим, как твоя НЗ-ка восстановится, не восстановится. Может, чудо бывает, посмотрим. Я думаю, здесь чудо может случиться возле этого гаража. Так, уже 11 часов, машина уже 40 минут калматит на Нексте, работает. Ну и посмотрим, осталось 20 минут, будем делать замеры. Вот пришло время Хайсу. Хайс сейчас уже разбирают, будем промерять. золотой болт из тобой. Золотой прям, да? Я в тот раз в Приусе этот потерял. Прокладка от ИГР, короче, упала. Заколебался доставать ее. Этот помог. Эндоскоп. Туда залез, посмотрел, где она лежит. Магнит туда засунул. Чпоньк ее. И нормально. А уже не найдешь, Стас, похрен. Все, сейчас будем делать замеры после обработки. Все, блядь. Так. Что, перекамеру начинаем? Я уже начал так. Кнопка где? Где камера этот? Не, едет она бодрее маленько. Да? Маленько? Ну, пока так, что-то ощутил. Приход какой-то есть, да? Ну, блин. Прям, Не прям не такого, волосы назад, прям да? такого, да, нету. Ну, есть. Ну, погоди, сейчас она это. Она еще может поездить сейчас, да, разойдется.